Рассказать об истории, которая находится за 1000 километров от Ингушетии, увидеть, снять и рассказать о красотах Татарстана. С такой задачей из аэропорта Магаз в Казань прямым рейсом, который запустили в октябре этого года, вылетает делегация ингушских журналистов, операторов и популярных блогеров. Главным организатором и инициатором пресс-тура выступает Министерство культуры и туризма Ингушетии. Совсем недавно к нам с таким же туром нас навещали представители Татарстана, это были представители СМИ, блогеры. И это сегодняшний наш выезд – это обратный визит. Этот обмен стал возможен благодаря личной договоренности глав наших республик. Руководитель субъекта Махмуд Али Калиматов и раис Татарстана Рустам Миниханов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Для меня это был некий культурный шок. Я очень впечатлен и природой, и очень вкусная еда у вас. Да, у нас есть отношения торговые, экономические, культурные, там, по спорту, по детскому отдыху. Но все это надо расписать, закрепить ответственных. Мы сегодня об этом договорились. Будем работать во благо наших субъектов, Ингушетии и Республики, во благо нашей страны. Они пусть выезжают в Татарстан, там изучат предметно уже. Сегодня я должен просто сказать спасибо огромное, что вы приехали. Всегда рады будем. Сказано, сделано. Рахим – это гест, что по-татарски значит «добро пожаловать». Едва гости из солнечной Ингушетии вступили на татарскую землю, их уже ждал особенный подарок – прогулка по вечерней, подсвеченной тысячами огней Казани. Из окон автобуса открывается настоящий калейдоскоп. Древние купола мирно соседствуют с дерзкими стеклянными небоскребами. Мосты через Казанку переливаются, как драгоценные нити. Это не просто экскурсия, а первое почти сказочное рукопожатие с городом. И самое главное – предвкушение того, что ждет впереди. А впереди ждало самое интересное. Видите, в вечерней подсветке это здание татарского театра драмы и комедии, которое носит имя татарского драматурга Карима Тинчурина. Соответственно, театр драмы и комедии – это один из театров нашего города. Особенность этого театра состоит в том, что все спектакли на сцене театра ставятся на татарском языке. В продолжение экскурсии узнаем о центре семей Казан, построенного в центральной части, где, по легенде, вода закипала без огня. По словам гида, особенность объекта в том, что здесь не только регистрируют семейные пары, но и проводят торжественные церемонии для тех, кто в браке более 40 лет. А также, в отличие от других ЗАГСов, не занимаются бракоразводными процессами. А с утра экскурсия продолжилась уже там, где бьется сердце Казани, в ее легендарном Кремле, который ЮНЕСКО бережно внесло в список всемирного наследия. Но это не просто музей под открытым небом. Представьте, эти мощные белокаменные стены и причудливые башни возводили в 16 веке те самые псковские зодчие, что подарили Москве храм Василия Блаженного, духовный символ всей России. Получается, два сердца нашей страны связаны одними руками мастеров. В 1556 году на территории Казанского Кремля был основан мужской Спасо-Преображенский монастырь. Просуществовал монастырь до начала века 20-го. В 20 веке, когда боролись с религией, обитель вначале закрыли, затем разграбили, затем практически полностью сравняли с землей. Та часть архитектурного ансамбля бывшего Спасо-Преображенского монастыря, который вы сейчас видите перед собой, но это лишь малая часть, сохранившаяся по наши дни. Атмосфера здесь особая, тихая, величественная, пропитанная веками. Гости прошлись по брусчатке, по которой когда-то ступали ханы, а потом царские воеводы. Они узнали, что Кремль – это не застывшая картинка, а живой свидетель диалога культур. Бывший центр Грозного Казанского ханства после 1552 года он стал и христианским центром Поволжья. Но мудрость татарской земли в том, что здесь никогда ничего не сносили, а строили новое, уважительно сохраняя старое. А вот и она, жемчужина Кремля, визитная карточка, которую знает каждый, кто хоть раз слышал о Казани. Мечеть Кул-Шариф. Ее история – это история утраты и невероятного всенародного возрождения. На этом месте когда-то стояла величественная многоминаретная мечеть Казанского ханства, центр духовной жизни. Но в 1552 году она была утрачена, и лишь спустя 4,5 века, в 2005-м, она возродилась, как феникс из пепла. Построена она была буквально
буквально всем миром на пожертвования десятков тысяч людей, от крупных бизнесменов до простых пенсионеров, которые несли свои сбережения. Она носит имя последнего имама, ученого и поэта Сеида Кул-Шарифа, героически погибшего при обороне города. Присмотритесь, ее центральный купол напоминает тюркский шлем воина. А если взглянуть сверху, план здания образует знак благословения Аллаха. Это не просто здание, это символ веры, памяти и единства. Больше 10 лет, со 2 января 2015 года. Читают Коран специально обученные люди и читают практически в режиме нон-стоп. И днем, и ночью сменяют друг друга в среднем через каждые 2-2,5 часа. Перерывы на чтение Корана приходится 5 раз в день, ну вот, собственно, на время молитвы, на время намаза. А так Коран читается, еще раз повторю, уже больше 10 лет, действительно, и днем, и ночью. Мы находимся на территории мечети Татарстана, самой главной мечети. Пока впечатление очень замечательное, все нравится. Вы на фоне слышите звучание Корана. Это вообще особое ощущение слушать Коран, который, не останавливаясь на протяжении 10 лет, звучит ежедневно здесь, на территории Татарстана. Рядом, как старший брат, стоит Благовещенский собор. Его стены, теплые от времени, помнят самого Ивана Грозного. Зайдя внутрь, вы почувствуете прохладу и особый смолистый запах старины. Здесь хранится ценнейшая реликвия – фреска 16 века с изображением святого Гурия, первого архиепископа Казанского. Тишина в соборе глубокая, звенящая, нарушаемая лишь горящими свечами. Это место силы и православной истории всего Поволжья. Как и полагается, алтарь от основного объема храма отделяет иконостас. Тот иконостас, который вы видите перед собой, иконостас 21 века, но восстановлен он по образцу и подобию иконостасов конца 16 века, начала века 17. Справа-слева от иконостаса два предела. В основном объеме также обращает на себя внимание золоченая рака с частицей нетленных мощей святителя Гурия Казанского. Именно с именем Гурия принято связывать активное начало распространения православной веры на Казанской земле, ну то есть на территории современной республики Татарстан. Будучи истинным христианином, Гурий распространял православную веру не только при помощи доброго слова, но и дела, активно строил храмы, основывал монастыри. А это знаменитый символ Казани – башня Сюембике. Ее стройный падающий силуэт виден почти из любой точки Кремля. С ней связано несколько красивых легенд. Самая известная гласит, что царь Иван Грозный, покоренный красотой царицы Сюембике, захотел на ней жениться, а гордая царица в ответ поставила невыполнимое условие – построить за 7 дней самую высокую башню. Когда она была готова, Сюембике поднялась на самый верх и бросилась вниз, чтобы не достаться завоевателю. Так появилась легенда о падающей башне, хотя ее наклон – дело времени и грунтов. Это место силы и памяти последней правительницы Казанского ханства. И вот логичный финал осмотра Кремля – смотровая площадка. Когда поднимаешься сюда и перед тобой разворачивается вся панорама Казани, это захватывает дух. Видно и старину, и современность, и бесконечную водную гладь. Лучшее место, чтобы сделать паузу и осмыслить все увиденное. Общее впечатление очень хорошее. Как вы видите, сейчас очень холодно, поэтому я так тепло одет. Но мы успели согреться в мечети Кул-Шариф и в Благовещенском соборе. Также сейчас мы находимся на смотровой площадке, где видно, в принципе, всю красоту этого города. Мы видим, что здесь достаточно в Казани очень много как мечетей, так и церквей. То есть это исторический город, где долго, на протяжении многих веков строились и мечети, и церкви. Очень красиво, очень чувствуется местный колорит, насыщенность вот этой культурой. И понравилось везде, потому что как представитель из небольшого города, попадая в большой, сразу все кажется таким новым, красивым, а особенно Казань, как вы знаете, это достаточно старый исторический центр, поэтому впечатления только положительные. А дальше нашу делегацию ждало настоящее путешествие во времени. На машине мы отправились в уникальное место – остров Град-Свияжск.
Это тоже объект ЮНЕСКО, и попадая сюда, словно перелистываешь страницы живой истории. Небольшой уютный городок на острове, откуда открываются бескрайние волжские дали. Тишина, покой и ощущение, что время течет здесь по-другому. Следующей локацией стал Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь. Действующий монастырь Казанской епархии Русской Православной Церкви расположен на острове в 30 километров от города Казани. От гида экскурсанты узнали о том, что религиозное учреждение основано архимандритом Германом Садыревым-Полевым в 1555 году. Исторически так сложилось, что сам храм, освященный во имя святителя Николая Чудотворца, находится на втором этаже. Первый этаж до начала 20 века монахи Успенского монастыря использовали под различные хозяйственные нужды. В наши дни на первом этаже находится небольшой музей истории монастыря. Колокольня к зданию церкви святителя Николая Чудотворца была пристроена в конце 16 века. Точнее, в конце 16 века колокольня была перестроена. И вот с того момента времени это самое высокое архитектурное сооружение в Свияжске. Общая высота колокольни составляет 43 метра. Когда-то колокольный звон не только оповещал местное население о том, что пришло время оставить все свои важные, тем более неважные дела и пообщаться с Богом, помолиться. Когда-то колокольный звон информировал местных жителей о пожаре. Горел Свияжск за свою историю неоднократно и очень-очень сильно. Но и также для путников колокольня Никольской церкви была своеобразным таким маяком. Но главное чудо Свияжска спрятано под огромным стеклянным куполом. Это единственный в России музей археологического дерева «Татарская слободка». Это не выставка отдельных находок, а настоящая законсервированная часть прошлого. Гости спустились вниз и удивились. На другой стороне улицы мы видим следы этого же пожара уже на заборе. Выиграла его верхняя часть, а вся часть забора, что была вкопана в землю, уцелела, потому что земля это все прикрыла. Следующий дом со стороны улицы также максимально сильно задет огнем. То есть буквально мы видим, как вот по этой самой городской улице шел пожар в 17 веке. Дома, заборы огнем задеты. Мощение все прогорело, потому что его нет. Но мы хорошо видим другие дома той самой эпохи, они совершенно целы и огнем не затронуты. Значит, пожар тот смогли потушить. Перед нами реальный археологический раскоп. Деревянные мостовые, срубы домов, чистоколы, предметы быта. Все это подлинное 16-18 веков, сохраненное благодаря уникальной почве. Можно разглядеть каждую щепку, каждую выемку от топора. Кажется, вот-вот из-за угла сруба выйдет житель средневекового Свияжска. Здесь много веков назад такие дома, дворы, улицы были. Все это было раскопано уже в наши дни, когда Свияжск стал заповедником. И сегодня это уникально, потому что нигде в такой полноте в городскую среду Древней Руси вы сегодня не сможете погрузиться. За моей спиной находится один из городских домов. Дом не был жилым, потому что в углу нашли очень много рыбьей чешуи. То есть понятно, что здесь была рыба. Не совсем, правда, ясно, что с этой рыбой делали. Коптили, солили, сушили, продавали. Кто-то мог рыбу ловить, кто-то готовить. Версии разные. Точно можно заметить совершенно другой момент про этот дом, что он сгорел. Мы видим следы пожара, причем не внутреннего, а внешнего. Вот прямо с той стороны, которая смотрит в нашу сторону, мы видим, как дом у нас слегка подпален. Еще одно яркое впечатление ждало гостей. Анимированное панно «Свияжск 17 века». Это большая во всю стену динамичная картина, где оживает старинный город. По улицам ходят люди, в окнах горит свет, дымятся печные трубы. Реконструкция сделана настолько детально и с такой любовью, что можно подолгу разглядывать сцены из жизни ремесленников, торговцев, монахов. Это машина времени, созданная талантом современных художников и историков. Это уникальное место, потому что музей является первой попыткой в России создать деревянный город, найденный во время археологических раскопок. Что меня особенно удивило, музей функционирует всего 7 лет,
но за этот короткий период они уже успели завоевать несколько международных наград. Мне понравилось больше всего то, что в музее есть место работы археолога и место работы реставратора. Но поездка не только о культуре и истории. Важной практической частью стала теплая деловая встреча в Государственном комитете по туризму Татарстана. Здесь гостям из Ингушетии, региону с огромным, но еще только раскрывающимся туристическим потенциалом, рассказали, как работает успешная туристическая машина. По территории Республики Татарстан протекает великая река Волга, которая сливается с Камой. И вот как раз-таки в этом месте Волга разливается на ширину 43 километра. То есть берегов не видно, как будто бы такие безграничные волжские просторы. Очень красивая, живописная природная локация. То есть ее как раз-таки выбирают туристы, которые хотят остаться на природе, отдыхать очень умиротворенно, которые увлекаются экологическим туризмом. Помимо красивых волжских пейзажей, здесь большое количество уютных домиков, современных глэмпингов прямо на берегу с красивыми видами на Волгу. Есть виноградники, здесь выращивают виноград, делают вино. Здесь есть небольшой завод, на котором производят французские сыры, проводят дегустацию на виноградниках. Ну и вообще большое количество природных пеших маршрутов, потому что там находятся и пещеры, и заброшенные гипсовые рудники. Вот то, о чем сейчас были слайды, это как раз-таки история для туристов, которые хотят на природу республики. Под гостеприимным слоганом «Татарстан. 1001 удовольствие» республика сегодня уверенно входит в топ-5 самых популярных направлений России. Цифры говорят сами за себя. Только за полгода 2025-го сюда приехало около 2 миллионов туристов. Казань – лидер по открытию новых туристических компаний, а спрос на отели бьет все рекорды. Секрет успеха в гармонии. Здесь не выбирают между древностью и современностью, а мастерски соединяют их, создавая комфортную, вкусную, событийную среду для каждого гостя. Еще один интересный проект – город Иннополис. Наверняка, слышали, это самый молодой город России, IT-город. Он сформировался вокруг особой экономической зоны и вокруг университета Иннополиса. Спецификация этого университета – это робототехника и IT-специальности. Наши туристы любят заезжать в Иннополис, потому что он находится в таком месте, как раз-таки рядом находится остров Град-Свияжск, и еще есть город-курорт Свияжские холмы, то есть такой небольшой кластер недалеко от Казани. Туристам интересно посмотреть, как живет IT-город, скажем так, потому что там ездят беспилотные такси, еду доставляют роботы-доставщики, роверы. Вот. И вот сама эта история IT-города, самого молодого города России, она очень такая интересная. Я, как человек уже который год, который транслирует нашим людям, жителям Ингушетии и не только красоты регионов России, хочу отметить первое, что, конечно, открытое авиасообщение это дает еще больше полета и в прямом и переносном смысле для того, чтобы открывать друг другу новые регионы. Татарстан со своим экономическим успехом туризма, республика, в которой прекрасно добрососедствует множество религий, красивых храмах, в мечети. Это, разумеется, будет любопытно любому туристу, в том числе и из Ингушетии. Жителям Татарстана наверняка будет любопытно и интересно открыть для себя горные красоты Кавказа и, в частности, Ингушетии. Конечно, подобного рода встречи при дополнительном административном регулировании, при активном участии бизнеса ведут только к тому, что народы России будут лучше друг друга узнавать, обогащаться культурой друг друга, узнавать традиции и станут еще более многоконфессиональными, толерантными, еще более интересующимися огромными территориями нашей необъятной родины России. А знакомство с тысячелетней Казанью для ингушской делегации завершилось самым теплым, душевным и вкусным аккордом. Финальной точкой программы стал мастер-класс по приготовлению эчпачмака, того самого треугольного татарского пирожка с сочной начинкой из мяса, картофеля и лука. Гостям рассказали, что его форма – это не просто прихоть кулинаров. Треугольник – символ кочевого прошлого, где каждая из 3 сторон очага была священна. И тут прозвучала легенда, объясняющая форму этого пирожка. Гостям рассказали историю о 3 женах, которые захотели шубы. Их супруг придумал для них интересное задание. Он предложил своим женам приготовить каждый какое-то вкусное, оригинальное блюдо. И та, у которой будет блюдо самое вкусное, он подарит соболиную шубу. Девушки, женщины, его жены,
подумали, посовещались, ведь каждый хочется быть любимой, да, и чтобы никого не обижали. А они жили дружно, они были мудрыми женщинами и приготовили один большой эчпочмак. Одна готовила тесто, другая готовила начинку, третья все это собирала. И когда их муж вернулся, купец, он посмотрел и сказал, удивился, да, и что одно блюдо, а когда они объяснили, что вот мы все вместе, мы хотим, чтобы ты нас одинаково любил, и вот каждый бортик, скажем, да, по которому это наша любовь к твоему сердцу идет, да, то есть вот в серединочке у нас ведь отверстие, обязательно вот треугольник, тоже объясню почему, то есть вот они таким образом остались мудрыми и в расположении своего супруга, и он всем, конечно, подарил дорогие подарки. Пока заветные треугольные пирожки с сочной начинкой румянятся в настоящей печи, для гостей разворачивается совершенно особая экскурсия. Это не сухой рассказ о предметах старины, а живой иммерсивный диалог. Хозяйка водит гостей по комнатам, не просто показывая утварь, а рассказывая истории, как жили большими семьями, как соседи вместе справляли праздники и помогали в трудную минуту, как строились отношения в старом городском квартале. Несколько традиционных татарских, даже, может быть, сезонных праздников, которые вот объединяют наш народ, и они перекликаются с праздниками и других народов. Вот об этом мы с вами поговорим. А потом экскурсовод делится самым сокровенным – историей своей собственной семьи. В эти моменты стирается грань между прошлым и настоящим, между музеем и живым домом. Делегаты из Ингушетии со своим богатым традициями и укладом почувствовали эту связь поколений особенно остро. Они не просто слушатели, они стали участниками этого иммерсивного театра, где каждый предмет на полке, фотография на стене или узор на одежде находит отклик в их собственных сердцах и семейных историях. Родители, если приходят, забирают, то они могут забрать девушку домой. Теперь папа с мамой Алиной сидят и обсуждают. Папа говорит, ну что, женушка, заберем, что ли, нашу доченьку домой? Уже ведь через 3 минуты вся деревня знала, что произошло на нашем роднике. И соседние села уже знали. Телефонов не надо, да? Быстро все разлетелось. А мама говорит, ой, ты знаешь, Жанна, забрать-то можем, а вдруг больше никто не сосватает? А вдруг больше даже никто не украдет? И мама говорит, засидится в девках наша красавица Алима. Не будем забирать. Папа говорит, нет, подождем. И ждут. Вы еще горюете. А Исхак, знаете, такой парень продуманный, он накануне договорился с друзьями, с родственниками, что как только он привозит Алиму, запирает на 15 замков, запирает, она убежит. Я знаю Алиму. Заперли? Да, уже. Все, хорошо. Ага, так, значит, вот вы сейчас... Родственники Исхака, за нас шайбу-шайбу, ладно, группа поддержки. Мы сейчас свататься пойдем. Мы находимся в доме-музее Эчпочмак. Правильно же я произнес? Да. Наконец-то я знаю, как правильно произносится это слово. И для всех наших зрителей Эчпочмак – это национальное блюдо татар. Татарское национальное блюдо, которое нам довелось сегодня готовить. И получилось довольно-таки неплохо. С учетом того, что приготовлено уже заранее было тесто, начинка и все прочее. Мы все это собрали воедино. Получилось очень прикольно. И сегодня была интересная небольшая экскурсия по национальной одежде, по традициям. И ведущая хозяюшка этого заведения, как она представилась, Розалия, она рассказала очень интересную историю, как раньше татары между собой приглядывали невест, женились. И у них, оказывается, есть такая же история, как и у нас с умыкания невест. В общем, было очень интересно, познавательно, интересно, мне понравилось. Сегодня был заключительный день нашего пребывания в Казани. С учетом того, что у нас этот новый рейс открыт, чему я очень рад, я более чем уверен, что я буду посещать это место, возможно, даже просто для прогулок с семьей приехать, прогулять. Здесь очень много локаций. Много нам показали после завершения сегодняшнего дня в виде фотографий и рассказов, то, что не получилось посетить. Поэтому надеюсь, что будет возможность в будущем воочию все это наблюдать и показывать другим. Ключевым практическим шагом стал запуск прямого авиарейса Магаз-Казань, который и доставил нашу делегацию в гостеприимную столицу Татарстана. Так дружественные отношения между регионами переводятся в конкретные дела: развитие туризма, обмен профессиональным опытом и, самое главное, прочные мосты человеческого общения. Пресс-тур в Казани завершился, но началась новая глава в сотрудничестве Ингушетии и Татарстана.